День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Встреча соседей в Кремле подтвердили переговоры Путина и Трампа на Аляске. Узнаем подробности визита. Зима близка. В Якутии полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Расскажем об основных этапах. В городе Судак завершился 7-й фестиваль искусства «Таврида Арт». Масштабное и красочное событие объединило свыше сотни тысяч участников из всех регионов страны. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, Россия и США являются географическими соседями, имеющими общую границу, и поэтому представляется вполне логически удобным, чтобы российская делегация пересекла Берингов пролив для проведения столь значимой и ожидаемой встречи на высшем уровне именно на Аляске. Кстати, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран. Просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Ну, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного регулирования украинского кризиса. К слову, предстоящий визит президента России на Аляску станет первым в истории. До этого ни один российский лидер не бывал в этом штате. В США в советское время были Хрущев, Косыгин, Брежнев, 3 раза Горбачев и Борис Ельцин 5 раз. На посту премьера Виктор Черномырдин 4-жды, 1 раз Сергей Степашин, 1 Касьянов. Последний визит президента России в США прошел, напомню, 10 лет назад, в сентябре 2015 года. Ну а в сентябре этого года во Владивостоке состоится 10-й юбилейный Восточный экономический форум. Ожидается, что в нем примут участие порядка 6 тысяч человек. Уже сейчас география участников охватывает 36 стран и территорий. Основная тема этого года – Дальний Восток, сотрудничество во имя мира и процветания. Всего в деловой программе более 90 сессий. В рамках мероприятия планируется провести форум креативных индустрий, международный форум «День Сокола», молодежный форум «День будущего», международную конференцию АТС в сфере высшего образования, а также конференции Российского исторического общества. В программу войдут также и бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Таиланда, Мьянмы и стран АСЕАН. Сегодня Дальний Восток выполняет особую роль. Он становится транзитной территорией России на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того, чтобы эту роль выполнить, для того, чтобы с этой задачей справиться, нам еще много придется сделать. Начнем с того, что нам придется серьезно позаниматься энергетикой. Глава Якутии Айсан Николаев провел совещание по подготовке региона к отопительному сезону на 25-26 годы. Он проверил ход работ в районах и дал ряд поручений по подготовке ЖКХ, предприятий топливно-энергетического комплекса, жилого фонда и социальных объектов, а также по завозу топлива. Айсан Николаев подчеркнул важность своевременного и качественного выполнения работ, несмотря на трудности с финансированием. В настоящее время готовность котельных составляет 46%, тепловых сетей 49%. Активно ведется завоз топлива в труднодоступные районы, доставлено уже 26% от запланированного объема. Тем временем введены новые правила для оценки готовности к отопительному сезону. Теперь паспорта и акты готовности будут выдаваться на основании индекса, рассчитанного по оценочным листам. Для этого потребителям необходимо предоставить пакет документов территориальные органы управления, которые направят оценочные листы в теплоснабжающую организацию. На основе этих данных комиссия штаба окружной администрации Якутска принимает решение о выдаче паспорта или акта с замечаниями либо отказе в готовности. Комиссия окружной администрации города Якутска по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 25-26 года проводит свою работу, а именно проверка теплоснабжающих организаций, проверка потребителей тепловой энергии. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводится с 11 августа 2025 года по
1 сентября 2025 года для потребителей тепловой энергии. И с 11 августа 2025 года по 25 сентября для теплоснабжающих организаций. В Якутии продолжается реализация самой масштабной программы переселения из аварийного жилья. Федеральный проект «Жилье» реализуется в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включающего в себя переселение граждан из аварийного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 до 1 января 2022 года. Подробности далее. В рамках реализации национального проекта в Якутии расселили 54 тысячи граждан. В их числе Любовь Макарова, многодетная мама, родом из Сунтарского района. Долгое время они жили в ветхом деревянном доме. В прошлом году настал срок расселения. Долго не думая, получив ключи от новой квартиры, она переехала в Якутск. Я получила тут 28 квадратных метров. По сравнению с деревней очень... жилищные условия очень хорошие. Зимой эта квартира очень теплая была. И все, вода, все работает. Есть школа, тут рядом строится сразу, рядом. И детсад тоже строится, говорили. И парковка большая, что очень хорошо. Программа переселения, инициированная президентом Российской Федерации, очень полезная. Для того, чтобы вступить в программу, необходимо подать заявку. На этапе формирования учитываются заявления граждан, поданные в администрацию района на предоставление вместо аварийного жилого помещения, подлежащего сносу, нового при участии в долевом строительстве или на вторичном рынке, а также выплата компенсации. В Якутии продолжается переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденным президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. До 1 сентября этого года мы планируем расселить 60 тысяч человек из более 1 миллиона квадратного метра аварийного жилья. До конца этого года планируется ввести в 27 районах республики 59 новых многоквартирных домов. И на этом целевые показатели программы будут достигнуты в полном объеме. Напомним, программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в России по инициативе президента страны Владимира Путина с 2008 года. С 2019 года переселение из аварийного жилищного фонда осуществлялось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Тайна Федорова, Виктор Дьячковский, Якутск. В Якутске проверили ход капитального ремонта в многоквартирных домах. Срок завершения всех работ – 29 августа. Контроль объектов производится комиссией 2 раза в неделю. Накануне объезд был совершен по домам особого контроля. Например, по улице Федора Попова, 10, где ведется ремонт фундамента. В настоящее время производится демонтаж защитного слоя свай. Ремонт системы теплоснабжения производят в многоквартирном доме по улице Дзержинского, 21. Это замена магистральных труб и сборка узла ввода. Бывают проблемные вопросы, связанные с доступом в квартиры многоквартирных домов, потому что понятно, что люди в летнее время и бывают и в отпусках, и не всегда получается приступить к работам своевременно. Есть вопросы, связанные с оплатой за капитальный ремонт. Пользуясь случаем, хотелось бы попросить жителей своевременно оплачивать за потребленные коммунальные ресурсы. К сожалению, дебиторская задолженность по республике очень большая, и по категории населения задолженность составляет порядка 7 миллиардов рублей. Современная инженерная и транспортная инфраструктура, школы, детские сады, поликлиники и спортзалы. Таким будет новый микрорайон «Спортивный», который возводится в столице на месте 2-го и 17-го кварталов. Это более 300 тысяч квадратных метров жилья. С ходом строительных работ ознакомился председатель правительства республики Кирилл Бычков. Подробности у Камилы Михайловой. В рамках реализации программы комплексного развития территорий в этом микрорайоне появится 50 многоквартирных жилых домов высотой от 6 до 12 этажей. Помимо этого будут возведены детский сад, 2 школы и многофункциональный спортивный зал. До начала крупных строек продолжается работа по расселению ветхого жилья. Здесь механизм предусматривает, на выбор, это предоставление взамен изымаемого жилого помещения в новых домах. В частности, здесь предлагается уже в построенных домах в микрорайоне Звездный
либо собственникам предоставляется выплата, исходя из оценочной стоимости, на которой человек может самостоятельно приобрести любое другое жилое помещение, которое ему нужно. Мы на сегодняшний день получили возможность застраивать уже 2 и 17 квартала жильем, поэтому мы будем идти сейчас достаточно такими быстрыми темпами. У нас уже расселено 11 домов, и 17 домов еще будет к ним дополнительно расселено в этом году. Итого 28. На месте этих домов, естественно, у нас начинается строительство цикла 25, 26, 27 годы. Ну и дальше мы пойдем уже такими более устойчивыми темпами. Параллельно с жилыми домами будет создаваться современная инфраструктура – дороги, инженерные сети, школы, детские сады и поликлиники, строительство детского сада на 240 мест и многофункционального спортивного комплекса завершится до конца этого года. На сегодняшний день мы имеем стройготовность чуть более 10%. Мы завершили, наша подрядная организация завершила работы по подготовке основания, по устройству системы охлаждения. И сейчас приступила уже к основным работам. Это фундаментная плита, на которой у нас будет стоять спортивный комплекс. Строительство нового микрорайона полностью планируется завершить в 2030 году. Вместо деревянного квартала появится комфортная городская среда, обеспеченная всеми удобствами. Камила Михайлова, Станислав Потапов, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Герой России Алексей Петров, получивший тяжелые ранения в ходе боевых действий на Украине, проходит курс реабилитации в Республиканском реабилитационном центре. В боях с украинскими нацистами он получил тяжелые ранения обеих ног, перенес сложную операцию и длительное лечение в госпиталях. Сейчас Алексей учится ходить на протезах. 18-дневный курс реабилитации включает в себя различные виды медицинской и социальной помощи, массаж, магнитотерапию, лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику. Во время реабилитации Алексея поддерживает его сестра. Несмотря на полученные ранения, Алексей Петров строит планы на будущее. Он поступил на заочное отделение и мечтает стать фермером. Больше недели здесь. Через 2 недели или как выпишут. И потом буду ходить. Реабилитация после этого, еще на реабилитацию, на протезирование должен. Я все равно буду ходить. Дальше буду сельское хозяйство. Улицы дали 23 лошадей. И еще обещали базу делать. Якутия передала гуманитарную помощь жителям Курской области. Якутяне собрали около 8 тонн продуктов длительного хранения, медикаментов, средств личной гигиены, бытовой техники и хозтоваров. Пункты сбора гуманитарной помощи работали по всей республике, в муниципалитетах, администрациях, штабах волонтерских движений. Доставка гуманитарного груза осуществлена силами компании «Аямтранссервис», которая взяла на себя транспортные расходы. На Курской земле якутскую делегацию встретил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Геннадий Бабаскин. Якутяне посетили Знаменский кафедральный собор, где почтили память жертв среди мирного населения. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи своих земляков, якутян. Победа будет за нами, она уже близка. И я хочу, пользуясь случаем, выразить свою солидарность от имени всех якутян с жителями Курщины. Мы рядом, мы вместе, мы чувствуем плечо друг друга, и поэтому мы победим. На этот год в план социальной газификации включено 48 домовладений на территории Мирнинского района, что станет значительным шагом к улучшению качества жизни. Работы по газификации проводятся силами подрядной организации, которая зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации подобных проектов. На сегодняшний день монтаж газопроводов активно ведется в микрорайоне Заречный и на Верхнем поселке, где осуществляется установка магистрали. Эти работы включают в себя прокладку трубопроводов, установку газовых счетчиков и подключение домовладений к центральной газовой сети. По Мирнинскому району было заключено более 170 договоров. На сегодняшний день газ подан в 97 частных домовладений. На сегодняшний день мирнинцы видят, что все-таки газовые сети
активно развивается. Вы видите строительство магистральных трубопроводов газоснабжения по улице шоссе Кирова. Это чтобы газифицировать в дальнейшем микрорайон Верхний в городе Мирном. В Нерюнгринском районе уже 2 десятилетия успешно реализуется социальный проект «Наш двор», обеспечивающий досуг школьников разных возрастов. Проект действует под руководством Управления соци- и молодежной политики районной администрации. О работе расскажут наши коллеги. В будние дни, когда родители на работе, заботу о досуге детей берут на себя волонтеры нашего двора. Они выходят на улицы города, чтобы организовать веселый и полезный отдых местной детворы. Наша деятельность – это все-таки про бескорыстную, безвозмездную работу, поэтому возраст детей, самый младший, например, вот со своими сестрами, братьями приходят и остаются 6 лет, вот самый-самый маленький, вот, который был, это 6 лет. И сейчас ей 8 лет в этом году, и она суперзвезда. Она очень четко говорит, то есть была стесняшка, а сейчас вообще звезда. Тысячи детей прошли через проект за 20 лет его работы. Одни как зрители и участники, другие как организаторы и заводилы. Уже 5 лет посвящает всю себя проекту «Наш двор» Екатерина Комар, взрослея и развиваясь вместе с ним. Мы проводим различные игровые программы, такие как квесты, эстафеты, различные конкурсы. По большей части у нас работает импровизация. Кто-то придумывает свои игры, где-то у нас уже есть большие папки с играми, которые давно писали. А также происходит такое, что вот прямо здесь и сейчас мы придумываем новую игру. Независимо от возраста, ребята с удовольствием собираются вместе, чтобы принять участие в общих развлечениях и играх. Мне очень нравится тут коллектив. Он очень добрый, очень хороший и всегда может поддержать вас. Я пришла сюда ради общения, вот, чтобы помогать другим. Я вообще люблю помогать другим очень сильно. Мне нравится сделать так, чтобы детям осталось какое-нибудь воспоминание о нашем волонтерстве, вот, чтобы они были счастливы. Я выполняю роль волонтера, и мне нравится в нашем дворе коллектив и эмоции. Мы проводим почти каждый раз тренинги, мы выходим на площадки и делаем запоминающиеся моменты для детей. Основная работа социального проекта официально ведется во время летних каникул. Но, как показывает практика, вожатые нашего двора не прекращают свою деятельность и с началом учебного года, продолжая активное участие в общественной жизни района в различных массовых мероприятиях на правах волонтеров. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Ленском краеведческом музее прошла встреча с участниками археолого-краеведческой экспедиции «Возрождение». С 17 июля по 5 августа юные исследователи под руководством директора Николая Кирьянова вели раскопки многослойной стоянки Уснюя. Обнаружили уникальные артефакты прошлого. Среди находок – наконечники, стрелы, копии, фрагменты керамики и многое другое. Некоторые предметы относятся и вовсе к XIV веку. Эти открытия помогут лучше понять быт и культуру древних жителей. Дело в том, что у нас все это выходит за рамки такого развлекательного междусобойчика, когда мы собрали школьников, пошли в лес и просто интересно пообщались с детьми, провели какое-то время. И вот эта форма работы, которая начинается, даже восприятие детей как развлечение, поехали в лес до большого расстояния, в конце концов превращается в довольно сложную, иногда физически трудную систему выстраивать взаимоотношения с людьми разного возраста. И вот наше предложение переформатирует вообще подход в отношении этих памятников и на уровне не полупартизанском, а на уровне серьезном методическом, административном уровне серьезном, организационном серьезном уровне организовать у нас не просто экспедицию Возрождения, допустим, а целое движение школьной археологии. Живопись, графика и предметы декоративно-прикладного творчества. В Якутске открылась выставка работ выпускников Намского педагогического училища 80-го года. В мероприятии приняли участие более 10 мастеров, представляющих разные направления. Изобразительное искусство, черчение, трудовое обучение и спецкурс. Среди экспонатов полотна с пейзажами родного края, портреты, натурные зарисовки, а также образцы традиционного рукоделия, изделия из дерева и бересты. Выставка открыта для посещения до 15 августа в арт-галерее «Ургел». Нынче у меня одна работа посвящена 80-летию Победы
как раз поступила, уже 2 года тому назад поступил мне заказ с Осетии. И я вот как раз той неделе закончила портрет Плиева Исса Александровича. Он дважды герой Советского Союза, 1 герой Монголии. Я бисером работаю, мелкими бисерами вышивка у меня. В городе Судак завершился 7-й фестиваль молодого искусства «Таврида Арт». Масштабное красочное событие объединило свыше 100 тысяч участников из всех регионов страны и 21 страны. Программа фестиваля включала свыше 300 мероприятий. Некоторые из них посетила и наш корреспондент Саргалана Неустроева. Арт-кластер Таврида, где проходит фестиваль, называют городом молодых творцов. Название отражает масштабы. Территория фестивальной площадки в размерах достигает 50 гектаров, а ведь это только половина всего кластера. Ходить на фестивале придется, конечно, очень много, локация все-таки огромная. Это, пожалуй, тот самый минус Таврида Арт. И тем не менее, даже на таком большом пути можно приобрести множество впечатлений. Все потому, что здесь по территории расставлены вот такие вот большие арт-объекты. И чем-то это даже напоминает западный Burning Man. Здесь вам и одинокий человек, смотрящий в море, и осоль, которая никогда не дождется капитана. Есть и космические мотивы. Звезда Тавриды и те самые часы, больше напоминающие конструкцию для обсерватории. На территории нашего наземного арт-парка более 50 арт-объектов, но наземный арт-парк – это не все, что есть у нас. У нас еще есть наш подводный арт-парк, который также включает в себя очень много наших интересных арт-объектов. Арт-парк – это крупнейший в России музей современного искусства под открытым небом, где могут проявить себя молодые творцы России. Фестиваль объединяет все виды искусства и постоянно расширяет свои границы. В этом году впервые на площадке Тавриды заработал настоящий цирк «Шапито» с дебютным спектаклем «Дорога в лето». Постановку посвятили 165-летию Чехова, а знакомых всем персонажей его рассказов воплотили гимнасты, акробаты, жонглеры и эквилибристы. Еще одна новинка – масштабная книжная ярмарка, куда завезли около 3 тонн книг со всех крупных издательств страны. А еще здесь проходили мастер-классы, разные лекции, встречи с любимыми писателями. Одной из таких посетила и студентка СВФУ Светлана Егорова. Была встреча с Олегом Роем. Олег Рой, он рассказал истории своей жизни, своего творчества, и потом дал автограф, и мы делали селфи. И это было запоминающееся мероприятие. Да. Я думаю, это уже очень полезно для моего дальнейшего профессионального развития. Большое внимание на фестивале уделили кино и всему процессу его производства. Например, шоу «Кино, музыка, мотор» показало зрителям, как записывают звуки для фильмов. И, несмотря на небольшую площадку, постановка вызвала настоящий фурор. Ее режиссером, к слову, выступил уроженец Якутии Иннокентий Алексеев. Долго прорабатывали с оркестром и с режиссерско-постановочной группой, с организаторами, какие композиции могут участвовать в этом шоу. Плюс еще, конечно же, помогло, что композиции из разных кинофильмов уже были в репертуаре оркестра. И, разумеется, фестиваль – это про танцы, яркие вечеринки и новые знакомства. Таврида Арт – не просто фестиваль. Это окно в совсем другую жизнь, где каждая минута посвящена искусству. Саргалана Неустроева, Судак. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.